До старта несколько минут. Если у профессиональных жокеев перед забегом принято убирать всю лишнюю экипировку, то гонщики по лесу холода утепляются по максимуму. Яркое убранство лошадей и меховая одежда их хозяев. Все как в старину. Гонка на 200 метров – ударное начало народного праздника. Все 5 скакунов – представители знаменитого верхоянского подвида якутской лошади. Судя по крикам зрителей, ставку делают на молодого гонщика Валерия Жиркова и его белого жеребца. Публика была права. Резвый конь по кличке Абага, черт, выиграл забег. Запись интервью с победителем стала делом не из легких, даже опасным. Валерий специально приехал на скачки из соседней деревни. Говорит, давно не было практики. Волновался. Оказалось, напрасно. Полную мощность и потом туда ладу. Как кишка выродил, После короткого, но захватывающего состязания на морозе гости отправились в Берестяную Урасу. Там их ждал хранитель холода Чиман Чебдан. Подарив камни с подножия Верхоянских гор, которые исполняют желания, хозяин Урасы угостил всех северными деликатесами. С этого дня у нас дни становятся чуть длиннее. И скоро появится наше долгожданное солнце. Перед Новым годом в арктическом районе установилась нехарактерная для здешних мест теплая погода. Всего под -40. Лукмас – дерево жизни, священное понятие для якутов. Самый короткий день жители Верхоянской соберутся вокруг него на Асохой – национальный танец. По поверьям народа Саха, после 22 декабря световой день начинает продлеваться со скоростью мышиного шага. Сотню людей, взявшись за руки, встали на танец-хоровод. По словам организаторов, верхоянцы первыми собрали такой масштабный Асохой в зимние морозы. У нас вот летом 35 бывает, зимой минус 61, 62. Разница температуры 100 градусов, но тем не менее здесь люди живут, рожают детей и на будущее смотрят с оптимизмом. Празднование Дня полюса холода жители самого маленького северного города мира хотят превратить в туристический бренд. Айна Винокурова, Александр Томский, Вести, Верхоянск.